Иргун болдырзире хакла туставантем. Добрый день, дорогие наши друзья. Паян бирень пызы гуял, чуваш синтенкильне хаклах назине, инже жулашивых туза, перехизеп ырызунза, пиринбе бірле калашу иртерме, шагатель булуватума, килиш низерін сирия, тайма буш. Алексей Чавашевый бе, ебір күнде Чаваш елмізіне нашын мар. Ебір зере көбіркула Чаваш сиребегі целет бір. Шапшура кулач пакет целет бір. Сирен тіллені лартнесем анашылы пулзай бұлчыр. Сирен шулзем тағыр бұлчыр. Күнда пушкультра бұрнаған Чаваш сене. Эзер манма андырыжыр. Ебір сирен бұнда тұрдынат бір. Бірле бұрынар, бірле пызығы сене дават. Товар. Шагында буштарына педем чуваш халығын ядебе, школа дизен ядебе, Пушкарт республикинже бұрнаған педем чуваш халығын ядебе, сире саламлат бар. Ошын алы жүкса кітсейлер хақлығына земле. Хақлығына зем, азати азамезен елебе, хақлығына зене бер, хамаран шүгірді барба. Хымлалла сыраба гитсилет пер, астивземер пирин шыгырды вара, туданца барзама пирин чуваш хымлыне, сырине. Давай, папа, тузак, давай. Алексей Александрович, выбор это еще бар прикол. Сибирь чындрак шабаттыр, ырлық сывылық сунаттыр. Чуваш халық хатизенчен ұжы салам қалаттыр. Узылы шынден бұлар, бірле таду бұранар. Алла алын тыдынзақ. Чуваш сене саламлар. Чуваш, чищивок юлдаш, юлдашка намар, таван курандаш. Еспул академик, еспул генерал, еспул шерещене, таван жургужи. Чакна жищан манас, санманас чуваш, чувашин чуваш, чищивок юлдаш, юлдашка намар, таван курандаш. Еспул пызок пушлах пулзан эскидюш, еспул шамрик егить пулзан вызыжин. Чакна жищан манас, санманас чуваш, чувашин чуваш, чищивых юлдаш, юлдашка намар, таван курандаш. Чакна анланзасын, чакна ининзень, пердень аслыхалык, пердень вылыхалык, пердень ченехалык, кулмаш чешинже.
ирик парзамар хаклых назембе паллаштарма. Иванов Владимир Александрович, Чуваш нацконгресс, вице-президент, профессор. Цыганов Олег Михайлович, Чуваш Шамаргазень, Сувар Прилежевень, Энскере. Федотов Вадим Кириллович, Чуваш Шамаргазень, Сувар Прилежевень, Энскере. Тихонов Борис Леонтьевич, Пушкарь Андрей Чувашсень, Шубашкарда Кырлиген, Шубашкарди Кырлиген, Васпитень, Канашин Дергежуе. Пушкин Василий Николаевич, Венди Сидуджин, наука, методика, центр, директор, доцент. Федорова Алина Никифоровна, Чуваш Патшалых академик Капеллын, артистки, Чуваш эстрада Юрижень. Семенов Михаил Михайлович, Чуваш опера, балет, театр, солист, Чуваш радиомузыка, программе день, редакторы. Мясников Сергей Валерьевич, Чуваш Республикин культурин тада националистен ежезень, нации ежезень, паин тип специалист. Халевир Сымак Паратпар, школ директорне Иван Григорьевич Тарасова, Таргашин. Әбір саманы Еврланза бұрат ярмар Иге республика хушын жежуңзем Тажыланза ширплензе бұрашы біренчен тіліммәлі бек тебіренчен салмала қамыр дұшмазан шавябала пулас чук баллах Пирмада ондылашы Чуваш республики әбір ондала пар шулдалық хушын же пірре Шубашкара газегілмезен уже тәмшітмеш. Везде шаплах умалы. Кашный жол сағылдамыздан да икшер-бишер делегация кезегашы Чуваш республикинчен. Шамжына бір пиде савнат бар, хеберденет бір, тавда бар Чуваш республикине. Шамбек пире манжын, пире бір талза бұрнат бар, ютшерде денебек. Хал үті халық күшінчен. Шабақ туслы бұрнат бар паллах, туслы бұрнат тұржат бар. Чувашлыға шуатмаса тұржат бар. Шамбекак ховыр бурадыр, халық мүлі кезешіне әзір келесіне пілзе, кісере құрас тезе, ядағаза келіні. Сорын еді туас тереш, шығыр неді бжерес тереш, манмани чуваш кухнине дезе, әзіріна хақлама бұларыр, кайрақ. Ну, калашын, әзір халі шақ шурт, чуваш халығын сывақлы бірін әзінжен пірейін. Тен кіна халі Перзеде житмеші пұр жетіледі. Анжақ ярибен перзе жиді бір күжал ағы тінже, бірдім тінже Чуваш просветителін шыралы шултуларыне уявлать. Иван Яковлев шақ шултра пулна. Пилді тұғыр жер ұлтымыр шулда и тада маларақ. Диониси поднехана жүрен жөн. Кында шақ шултра шләне, шақ училище директоры булна Чуваш просветители Павел Миронович Миронов, Яковлевен Брянягене. Шак шутрах Миронов пенже час пулгалана комиссаров, премьер Чуваш философия, историк, этнограф, Палла шин. Он ширин бірмешемерде комиссаров шинжен пельмен Чуваш пулмаса шанат бірібір. Шамбек хастарлы пулдарлы Чуваш шинзен, эмер бежинчек, эмер пушламыр жинчек. Шак эпюре, шак шутра пугунна. Вот и шеримеш эмер бежинче денебек. Хали хебр Чуваш сем шак шуда кизеля кремер. Чуваш бурдарни, Чуваш хал школе кашни бурдарни гун шак дашле. Шак шутра. Школ яже хизепленет школ хизепленет Миронов яжебе. Шак шул Яковлевын шул не палартны май министрдан кабинете Пушкарстанын пызык мероприятием плане ширпляться хашатынже печатляры. Думаю, наш ширмеш, январь ширмешниче бучешак событий.
Анда ширимиже пункт. Анда тен эбер Чуваш республикинчене тен каямар уявлама шутлат бар. Шак просветительный уявне. Шак пландрапу шак шутчинче Миронов курна дезе азунухумми ушмала. Яковлев курна дезе азунухумми ушмала. Комиссар шанда шуряне дезе азунухумми ушмала. Диже азунухумми шак постановление пу. Кышал шак события ползает тещи. Вот эбе делегация паяндан зембе жүрек, паян үрән тебругун. Шамбай бір хал зембе малашне калжы бір. Шамбай бе әзір бұғын паллахманы едлеме мар, қанасы не едлеме еділіне. Шамбай хали Махпарашын, Владимир Александрович Иванова, бұл Чуваш нация конгрессын вице-президенті. Тарғашын. Темеше хутчен кашрымар, шурадылада курдымар, хальнигама баханман шыршывзем урлы келнимай, першекте чигерен кашны чухне хысна дүлетбер, тепринче дүлетбер чағынба, кашарсамыр сирен умайка тердемер, вундвады вумбилек сегет куши келдемер, чулчинче. Шабақта жетремер, күндеге хабылдуза кітселесі хывырақ туятыр, пәлмейн, Инеймен, онланман, біріншін қалашвет вырысем шау бала мүллекне шауын бекінде, бала лекірімір күндар. Тавақ сире шапла ұшын біре күтсейліне жын. Чываш қывыр білеттер, ол шауын бек халық. Ол үтті халық сеншен, пұрыншен деттіншері уйлза дыраган халық. Ол никшанды лашы сауынмаш. Шау кереек, шитмес өссінде шитмені бек шидерзе, күчіккім бұрынат шауынба да, сауыны чухне де бірінде күштақ. Кулянза савынаққа. Міншін езір біріншін хақлы, тен ебірде сиріншін хақлы. Такшан элегалал бірін езілзе, Уралдан бұшласа алдаран. Шауынбек шыршыва ешінза, баян 1 миллион пулманы халық пулна. Анчақта шыби Шауынбек міншін езен культура шайынче шүлде дыраган халық бол, Аллах бол барварсенбек вайлы тискер пулаймаст. Бірін халаға нумай арқатты, нумай шондарны, историне білеттер, манда нумай білегенземде, күнда бөлі анчақта халығы Йываш, Ишчен, Осло болны бе, культури, шавдері шүлді шайра болны бе, юрри, таши, йылы, ерги, пөдемтенчәжін паллы болны бе, бире пур цивилизации, анышри цивилизации, хам білнедірі, шавдері шылза хварас төзе, Тарышны, шавдері нумай тарышны. Анжақта бізем кана тарышны болсан, хамыр тарышман болсан, Аллах ебір упранзада юлас шукче. Хывыр куратыр, енженде хал пирин хужыра, сағыршыр шухрым пулсасында эзір пурнаттыр, чывашлы хаманмастыр, чываш тілгіне упраттыр, адалымдараттыр, хывыр чыпырзіне параттыр малалла. Шаванба да чываш Аллах бітместінде. Ебі хамыр чывашлық шинчен. Сирин шыба жинчен, хамыр шыбамыр жинчен, Аллах ютшілхезем урлы біледеп. Візем біре упрастезе шавдері тұрыштыне біледеп. Мен жіндезесін туғышран да анышран, бұрғырақсен келзен, пинжер яла, шыржер хулана, шундармада процассам аргатма. Ончухне візем экспедиции, хышын экспедиции, күнда жүретіне, шақ Урал бадлы хушыне, ялзем дыры, бірінші рулықне деп дерне хышын, латыницы бар бәдембе, Два черпилікшер, страница таран княгеземшер запедем юрлине, чывашсем шуралны чухне мелезі мақсем галаны ачызене, туйда меле галаны меле юрлаза ташлаза, кударныне депедембек шырзардартны. Шавынбада, тванзем, эбір шав дері, войлы қалы, пүзі қалы, езі шағында, епхю хулинче, шағынбек шкулда ачазыне куштарза врентни бол, Аллах, Чываш, Тенжин, шавдері ожы кедесі, шавдері пуласлығы шаныжы, мүнжі дезесін қылыр біледір, пөжік шыптене шықсе ярза, эбір малалла ден ялгышма ұшлы бақа. История, бұна негамда ұшараймаш, история ол Шавынбек, спиральдек шавынзадырат, пөжіклене күзікланат, ұшынзадырат, шавынба да манжуттағынамар, бұнда бұғынны юлдашы. Сен шу жібе, Үттейтіп шепшізен, шу жібе каладып сиребізен, шу ғышне. Бірін бұласлық шуды бұлмала. Эбір адаланса қаймалақ, бире шылай, тұғанлық,
Перле, эщенле, явашлах, тирбейле, берекетле. Тире нумай килымат, эбир шикмен инештерсе, утлашыне качарса, бір-бірне кизеплезе, пурынмалды халық тиретімче кизепле, халыра тадалайықта кизеплезерсе, уттизіне де кизеплеме біленділер, кажары, сире кітердіні темір бұд, сирен сыллықшын, сире талғыза, тывансене, шанлықсене, ваттизене, мұдалықизене, сирен сыллықшын, есе бама ирік парзамыр. Тава сире тывансен. Борис Леонтьевич, пирин парламентчин шукпуль Пушкарстандра, коммунизм делаем сапкоре да бурже, лица объединений беде, ну чувашлых аслы пугезенже да ялнах хастарым махту сагалана, кунды влаштене шивурма канма паман, шамбек каныш паманчин, халь башкара да пузанда был чунибек пирин батра дедешлар. Нахтаманжының кунда, хале дұрыш башкардан. Пушкарстанран тухна чавашсен, пәрілікне ергелеріміз. Землячество десімді. Шак землячество болып пәрілік, ундып тада кунды чавашсен сигынымне ойладастылы бәл әсті. Сималданақ бір Пушкарстан чавашызынем, шымылық парызған, шубашкарды вареню заведенізіне, институциямбе техникумзіне, Илес левлардатпа. Я бы хотел где утмали кемешуда водоразина время ежемесячно цесерю тамакран. Ундан мана пилик шулга рахта да те барушка на ежем домар. Взем казал брен зебдерес. Шак перлих земля сведение берен шубашкардан. Пушкарстанран гусабына сер бодырдвада семьяня паларт. Шарстер бодырдвада семьян список не эбе кундай загильдым. Она эбе тарасов юлдажа пар захварад. Шубашкара бы распулзасым, шар список синя пахсайда. Онда адресы зенегдар, телефон номер зенесил загуна. Шубашкара хильсен чуваш наций конгресс негр задугар. Марный телефон алла билли теракса карсилем виссем. Хоть кам. Пушкарстанран мамбада киле пылзанда, эбе кашнинех, хабалдуза кетсейледі. Қондаруза азат сайрады. Согласен, что мы уже мальчичнахта чьи сауначта кужамат в России, тогда волшебный пулдаман житель, Пушкин, Пугачев, история, Пуштар, Джехте, Чувашской республики, Урнагайна. Варда хаварда булмала. Етмен калашын юлдаштен видела, их шак вот кунда галаянчан, ебенде вренде ежебе иштегеншен булнамай, учитель зене вренде пер, учитель зен болевне историтпер, теллеведе перен кунда килнинде, сирен пуштарсен бедернул загалашсен, шагында бурнаган чувашсене, вырзальникл школе бегенамар, чувашлах, пур предметсенеге, ялдиадезене, чуваш челхине, анне челхинчен сивит мезер, анне челхине маныш мазыр, чувашна врендеси. Кенеге сенчителике, таран, ярза барасы шубашкардан, сирен правительство ица интергалабор, учитель зем кадрлеси, калары кунды, бордем, учитель зем кадрлеме тен калабор кунда гадамар, малдан хибе коллег шубашка райца гайза, кадрлеси берги группа бам, Весене кайран кунда гизе иштечер, шамбанде еше продештемели пидинен май, хавых педеси шкул беттинчен буштанат. Ялда шкул бетредек, халыхиди ялиде бедет. Таванчелге шкулдан каларза ядиштек таванчелхене, майжукшпы халыхиде бедеси батештет. Шамбанда ебер ширин бірреме жымырдеде халық пулзак юласты зашылмазасын, перин чын малдан шкулдан бұштамалы. Апла күнда езіра кастыра шыл кеземде бұр, кешімде кеземде бұр шамрық земде, кейін шкула жүреген земде бұр, шамбек көрмешсе, бір-біріне пулышса,
Шубашкарбада жигыны татмазыр иштесесин, эпир чынакта байда халык булмалдан. Birinci dakta yavaşla hediye, eşçenli hediye, burada bu. Но тебір жүхне, Димаштық пагналып ланталарын итешетнес толь. Хамыр чынтежін, хамыр культурыжын, хамыр халықшын, шинетан идея характерді бұл. Шақ болзасын, бірақ бұрнат тұр. Бұрнасчы. Давайте. Нации Уйдовизембешлеген министерствен спецспециалистче Сергей Валерьевич Ясников. Земля Пушкар Чевашзем, Таванымырзем, Апазымбе Тедезем, Емаксымбе Шалымзем. Пушкарт шережинде икимшхут анжақ Пушкарт станара бурнаган Чевашсымбе пырмышхут телбуладып. Ебе пиде хавас шавықтырақ кумбанадып. Мен галашын, пир министерство Тулай Чевашсымбе де шлеме тұрыжат, май бұлны даран. Калар жинде чын малданақ сиринде үтті регион зінде бурнаган Чевашсынде хызыне шағында вырымда кыдартмадырышмала. Изер хывара мәлі кыдартның ден, шағында вырымда челегене культурына мәлі тұтсабының ден, адамдарзабының ден, сықпазабының ден, сирин пуласлық келет, Чевашсы, Чеваш халықын пуласлық келет. Пирни халыға Чеваш халықне пәжі халық дешім. Тінжеле 2 миллионлы халық. Анжақ пирінден пәжі халық та бұр. Пирінден пәжі халықсым де бұр. Пирінден пәжі пат халықсым де бұр. Шутлазасын Пушкарстандыра шәржирім бейін Чеваш бұрнай. Европа шайбе таныштарзасын шәржирім бейін бұл пиде бұзы халық шутланы. Изір хывыр ақшаны Пушкарстандыра бұрнаган Чевашсым уйрым халық пек, уйрым этнос пек кадартма бұлдарадыр хывыра. Шәмекей. Пиде хавас изір челгене шухатманны жын. Ширплеге тада кадартмалы сирін. Шағында вырымды власть организінден ұйтмадырышмалы. Пушкарт па тудар халқы құшынде бұрынмада евырдарақ көлінде. Шәмекет. Анжақ візімбе бұрынза, візінден вірінзе, візімбек пұлмада дырышмалы, ширплег пұлмада дырышмалы, евашлақта болдақ ебала. Ширплег пұлзасын тадалы ақырақ болады. Пиде хава шағында сені құжыра, бірін нация түме тұғынны тенгезен бұры. Еп яланақ шақ тенгезін бе құшпузым чыңғырдатын елтесін, ман ақшағында чүн верен мөпшілі. Юризм елтесін бара, шанс жүрім жәнбек, мұндымамыстың. Дарлаза ғайд. Бірін юризм бе, моназатизм, шабышава дұқнан. Тышмансын ден хызен тван жыржырне зықланы. Халиде, халги ұқтыра, бірін хамырын культурына сықлазы бармала. Тышмане ол бірін күжімінде мар, тышмане ден хамырда да бұр ол. Тышман құрылмас, жау тышмана майден бірін шендермелі. Ол тышман ден бірін хойюзырлық. Хамырда хамыр қыралмей, хамыра хамыр кевешіне. Жау бұлмалдырады. Вот, қыштақ шамырттан де қалшымада білмес қойды. Хали сымақ парашын Олег Михайлович Тепленкова бұл ежімжіл бұлдыр делегацияда Слав Пужинже Пульжеш, Демже бұны Жуамандра орғасы райынже, бұл конгресс-рай нумайышланы пирін диаспорба. Халі бұл сывар чамықсен приляжын әлде бәрі ерду жинді. Тарғашын? Хизеплі ванзем, азат кеземде бұр, азан кеземде бұр бұл ден, шамыр кеземде, пашыл кеземде бұр,
чавашсем. Энде бир ларапырда жинакта кашни черинде биде аван сагынычлы ожотуюм баян берем. Мәжен дезен бір-біріне чашаза кураймапы. Бир Шубашкарда эзер берден темже, нумайшыр, километра кинже бурнадыр. Шамбада бір-біріне курзан яланақ темле ожотуюм чуаладын деп. Шамлю пиди лайық тавана курзан. Энде баян ларапырда бир чарнада каламала энде. Шага бир баян ларны, хамыр, кебезене, тухязене, кушпузене тағынны жын, хамарчылыгене манманны жын, культурына зықлазағварны жын, балақ, пушка три фурнаган чавашсыне де, үппи чавашсен, пиде бұзып, тағызма егаламала пустаймалы. Мәжін дезен пушкар чавашзем, яланақ, пиде пулдарулы, хәйр үмілізене, чаваш тенжене парнелі зектіні, эбир шанат бар, бізден құжамызне каламаттан дегінді пұрде білет бір, малашне де, сирин ветрень, пирин киражеве, тада нумай, яш керім құтшын зақтырыз. Хаменде пәдемден жере чава шамыры гізен сывар елге бері, құшлығы бұл нумай, қышқынан деп шамырсен деп биде қалашы. Пирин қалы бір, әмірхи авалғы азат тезем, шак шария тебір ғуд шеклене азат тезем, бізден вет биде азап бағылда келіне. Азапқа кесе шар шеклене. Пушкырсын жет укшад үлезейіне шарызыне, зіне піледі бідінбей. Балаға деузем, әметлене шанына пирин қышында пирин орузем малы адаланза бұрашы бүлдезе. Ору малы адалансын де, ол шамырқсын жеңгеле. Чаважын петелая сымағыне бұл, бұлас лажа тиғаран балы десе. Шамбадан де паянғалы бір пирин ажазем, пәжекізем, пәжекрен, қане чаваш туыза өссен, хамырынчылыге не білзен, хамырын историяне, культурына пілзе дада ұмба мұқтанзадырза, бара чинағақта пирин халықтық мечақшеттен жері. Веткалы бір пиринбек, чавашбек, халық сем нумай бұлына шөттен жері, кам кей бір қайын патшалық те жұғатты. Әнде бір пинде екшір вадылықты мұшылда, Монгол жайлы пирин адылжи бұлғар патшалық не арғатны қышын, хамыр патшалыға әнде тұвас әметпе бұрнат бір. Тебір ғұд, негама бұғынман чаваш патшалығы. Үтті, негамада бұғынманны ғұд білдірмес, үтті қал сәнбе хирішмелігін деніне. Пире жунажа бұрнаган, бұрыз қалығы беде, пушқыр қалығы беде, тудар, ирже, мұқшы, бұр қалықпада пиделаев тұслы бұрынмалды. Хирішсе қарғашса, ұзал шұғышпа өреш туайымасты. Чалаве. Шағытырақ қалы бір пиринбек, қайбағынде патшалыға шуғатны қалықсем, пат шуғатны қалықсем де, кебір ғұд қайын патшалық не тузағыма бұлдар деш. Шамбада бірін бәсенжен де бірінмеленді. Сымақан Польшына елзен, Финляндияне елзен, тада үтпін ұмайша жылзен елзен, мүлі майба өзем қайзен культурине, чалихине пәкме баман, тада мүлі майба кебір ғұд патшалық тұма бұлдар. Қалы бір Польша, Шаржывне, Виже империи, Россия, Австрия, тада Немеш, Германия империи, Виже байлазан, патшалық әпкәтіне, шкулзенде, Польша телехине беретне прағашы, кейбір, прақна, Польша патриотизем, Польша аржинизем, шуклашы, мүлі сықлаза қормалы, қамыр жыржуы. Мен думалы, бара өзен тұпсын неше ғынады башы, чын малдана бірін қамыр адязыне, қамырын асылы история беретмелі. Ади бірін кашни пәчағаджа, қамыр история білзе, әбі поляк тезе, мұқтанма бұлдар чергені. Шамба май ғаразым сықлаза ғарашы қайын чырхине, қайын ғалықне, туза ғарашы қайын патшалықне. Шамбада тем ғұққалашын, бірін қамыр әліхи авалғи, пиндейік шырбадырулты мұшылда, Монгол жарызыне хириш, бундиже жул хириш, тоны візен бірін пылғарзем. Юлашки жабы-жаба тұқны візен ұрадыве, візен паянхи бірін чүндірі ұраду болмалы. Візен азап не, візен әметне бірін шұқламаламар, бұл күжан бұлны дезе. Бұл энергия күнбек, энергия азапбек бірін қам паян тұймала жамды. Шанбада қамыр ажазыне дебі ғұт қалас келетман. Бірін десте қамыр культурына. Қалаза барасы қалап кемақсене, үрі дела ергезіне, анди бізем чываш тезе мұқтанза үстер. Шапла бұлды. Тавзір етленіш.
Бірін делегация келде космонавт, тогда Геннадий Анатолий Геннадьевич Аксаков, шудинже. Міне космонавтға ченне деп киришкайна, военком кетселедіна аэропортра, тулашвечи унузен министерстве кашырмар, хали зем калаше кетне киришкайна, врахламады кизде жетмелі. Хали пирин кыштақ бұғат бұл, кында зем қанман, шеребеділіне, қанман, зана бір кыштақ қандарашын, аша бұғытра сен кында бір телевизорларда пари, ташлас кымыл бұри, қалжас кымыл бұри мілі әрі суапар. Башка. Таттава терпипля. Таттава вообще мурам родне. Париж совсем кормал. Таттава вообще как меня церква говорим Евгения Мигре. Завтра там. Церква так и не бейля. На корне отдельно, практически отдельно. Я думаю, сюда отдельно. Таттава прямо талент доктором. Таттава Ялта Адрам Николай Котнев, прямо пара живой. Вот sadece televizyon ağırlığımdan da bir yaşını yakarım var, şu başka yaşını yakarım var. Bir de daha oynamam şey buldum var, bir de kirbeyle, uyarıskin caya buldum var, uyarıskin o topkayı başlarıyla buldum, yani Allah kul hadar şılattımsa. Tattava ki terapiyat kadırlığını, ben de hepini keçim bence kvartırda buldum, rukovatıcı bence. Tattava burada yakında, onu da yıldaşı, o prema hılıntar şapak rastırlığı yakar usulünce. Kokmaster tуда tarlazamsa. Tattava pur delaya. İstire hırsızlığı çunada. Akşam manem kokok seria şu varaga. Yoldaşlar seria kokok kalat şerbe vondilik şu koruma. Kunadan kaysaksa
sana aileya aileyle gayrandasa ilersin. Сын женился на красивой чувашке Ларисе, да. Чувашки все Миронова, да. красивые. Да. Сын тоже влияние было. Худолар, да. Она меня поглядела, говорит, все, даю разрешение сыну. Да. Я говорю, Людмила Ивановна, говорю, будешь, ну сама только на свадьбу не пришла, бессовестная. Кушилга, вот бишбуляк. Знаете? Идемте? Давайте. Да, давайте. Ну, тут я уже... Очень ми. Пойдем тебе Павла космонавт Андриан Николаев. Лезир пирим бадашан бек чист туза, хизе плезе, пирим Настюшка не бебе, тель булза, шап тель булува, туза иртельме, кымылду мижен тире, чун терерень, саламлатпар. Педем Пушкарт республикинче пурнаган, чуваш халыкын ядебе тире, ошан, саламлатпар. Камыран чувашын дилы ердебе, евир тире хаклых назем, Пурнеде тире пирин хамырын авалги, а затем низен гилыбе. Шыгы пирин шыгырды вара астиме, пирин чуважын хомлал сырине, астиме ырызынат бар. Тарғашын. Тудан самыр пирин шыгыра, астиземір. Ты язык тогда будешь себе. Тудан самыр. Спасибо. Тудан самыр шыгыра. Юлап бір. Давай.
Özbek çuvaştı Porda çuvaştı, da? Devamlı kuldan. Bir var yola. Hep yalanak çuvaş taşıyıcı var da Hilde, yollar tarafı. İyi var. Спасибо. Тогда будь себе. Давдавушки, кишин, это фильм «Гордость». Это савынапыр. Сиренде, будь-гжанда. Хали хаклых на зене бурнеде сидели кушнеллар майдат бар. Гости дорогие, всех приглашаем за стол. Все. Садитесь, пожалуйста. Правда, лучше запомнили. Мактур. И по поручению Кабинета министров Республики Башкортостан делегацию нам привез товарищ Тимирбулатов Зубар Мухтарович, замминистра. В составе делегации, который составлен Кабинетом министров, присутствует у нас уважаемый наш Сайфуллин Нур Рашидович, генеральный директор Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода. И все, наверное, заметили, увидели тоже нашего земляка Федорова Валерия Яковлевича, мэр города Агидель. Наверное, вы все знаете нашего Орлова Георгия Захаровича. Полномочный представитель Чувашской республики в Башкортостане. Да. Уважаемые товарищи, остальных членов делегации представит товарищ Кондратьев, Архипов. Мы продолжим нашу работу. Как видите, уважаемые товарищи, у нас сегодня в районе очень такой исторический момент. История нашего района. Вот, впервые такая большая официальная делегация. И в составе, как уже я сказал, присутствие дважды космонавтов, героя Советского Союза. Так что мы еще раз благодарны вам. Спасибо. Вчера, уважаемые товарищи делегации, было принято Кабинетом министров, премьер-министром Римом Сагитовичем в составе заместителей вице-премьеров. Состоялась у нас Республика Башкортостан и Чувашская республика. И уже есть такие примеры, как мы с вами заключили в Гурдарском районе. Уже районы Республики Чувашии заключили договора в Бишбулякском, готовится Белебейский район, уже готовится Статамарский район. То есть, в конечном итоге, целая Республика Башкортостан и Республика Чувашия, они должны быть в тесном контакте по всем вопросам социально-экономического развития этого региона. Уважаемые гости, сегодня в зале присутствуют все руководители районного центра, организаций, учреждений, предприятий, руководители колхозов, главной администрации сельских советов, педагогические коллективы, работники здравоохранения, культуры и искусства. Поэтому я думаю, нам очень будет как-то доступно вести наш разговор, диалог. Поэтому, уважаемые товарищи, готовьтесь и готовьте вопросы, поступления, пожелания, замечания, предложения ваши, чтобы дружба, она укреплялась не только на бумаге, а конкретными делами. Спасибо.
Льва Пантелеймоновича Куракова, ну и от всего нашего чувашского народа, от Чувашской республики. Сегодня сюда приехала действительно такая большая делегация. Она приехала с таким большим желанием с вами подружиться, с вами пообщаться, потому что есть большая тяга у чувашей, проживающих в Чувашии, общаться со всеми другими народами, которые проживают за пределами Чувашии. И в первую очередь, конечно, с чувашами, которые живут за пределами нашей республики. А таких чувашей больше проживает за пределами Чувашии. В Чувашии проживает только 800 тысяч чувашей, а 1 200 000 за пределами нашей республики. Сегодня наша республика преодолела экономический спад, начала поднимать объемы производства, повысилось в прошлом году промышленное производство. Больше мы собрали урожая в прошлом году. По России, если сравнивать, третье место мы по урожайности, 26 центнеров гектара зерна собрали. Достаточно много картофеля. Картофель у нас, я помню, здесь вот тоже я копал когда-то землю, собирал картофель, но в Чувашии картофель лучше, качественнее и растет его там больше. Мы выращиваем много хмеля, 80% российского хмеля растет в Чувашии, поэтому и пиво чувашское тоже замечательное, вкусное пиво. И сейчас вот начало строительство крупнейшего в России пивзавода, который будет снабжать пивом не только Чувашию, но и Башкортостан, и Алгазинский район. Так что пейте чувашское пиво, созданное в Чувашии. Мы очень много строим жилья, на душу населения Чувашия строит жилья больше, чем любой регион России, к сожалению, и Башкортостан меньше строит на душу населения. Мы примерно на 10% ежегодно увеличиваем объемы строительства жилья. В этом году увеличились инвестиции в народное хозяйство. Вот до 1997 года объемы инвестиций в народное хозяйство все время сокращались. Вот начиная с 1997 года начался также подъем. Мы строим много школ. В 1997 году в 1,5 раза больше школ построили, чем в 1996 году. Строим больницы, возводим современные амбулаторные диагностические центры. Республика живет, республика строится, республика с оптимизмом смотрит в будущее. И вы знаете, у нас в один тур, хотя много было участников выборов, в один тур прошли выборы. И победил Николай Васильевич Федоров, став президентом на 2-й срок. Это как раз признание того, что руководство республики занимается созидательной работой. Оно не строит коммунизма, не строит социализма, не строит капитализма, а строит дома, строит дороги, газифицирует село. Сейчас у нас, кстати, решается историческая задача газификации всей республики. То есть до каждого дома в селе будет проведен газ к 2000 году. Вот такую задачу поставили, и мы ее обязательно выполним. Что еще сказать? Я очень волнуюсь и хотел бы еще раз сказать вам большой привет от Чувашии, моим землякам. Всего вам самого доброго, приезжайте к нам в республику, и вас там обязательно очень тепло встретят. Спасибо. Уважаемые товарищи, вопросы, как мы договорились, пожалуйста, подготовьте. Можно устно, можно письменно. Значит, мы получим, товарищи будут готовиться ответы. Сейчас, уважаемые товарищи, хочу представить слово нашему гостю, уважаемому космонавту, дважды герою, Андрею Григорьевичу. За такую теплую встречу, за теплые аплодисменты. И мы обязательно передадим нашей республике о этих теплых встречах, о том, что как наша делегация вы встречали. Вчера теплые встречи были, сегодня первый раз с коллективом вашего района. Вот вначале представил нас
представителей, какие представители являетесь района. Это очень приятно именно с вами встречаться. Вы проводите идеологию в районе. Делайте все для того, чтобы район и в лице вашего района вся республика была на такой, скажем, сегодня трудное время на высоком уровне. И очень приятно, что именно с вашим районом больше всего Чувашская республика установила связи, тесные контакты. И приятно еще потому, что мы начали вместе сотрудничать, встречаться. Наша делегация сегодня приехала к вам, ваша делегация была и будет, и в будущем еще чаще будут наши встречи. Эти встречи только помогут нам лучше установить связи, лучше установить экономические связи, и в экономическом плане и ваш район, республика, и Чувашская республика только будет выигрывать. Вот за это я хотел бы за нашу дружбу поаплодировать. Дорогие друзья, мне в жизни повезло, видите, как получилось очень просто и интересно. Я почему говорю повезло, не говорю, что я слетал на посуду, а повезло мне просто в жизни. Был летчиком, рос в республике, в деревне родился, до 7 лет, то есть 7 классное образование я закончил в деревне, на чувашском языке, здесь тоже чувашей много, чувашка тоже, Николаевна полгора. Вчера, да. Пишу и читаю, как можно. Стал летчиком, потом приехали к нам в полк. 2 подполковника медицинской службы. И командир полка пригласили меня, командир полка пригласил к себе в кабинет и говорит: Товарищ Николай, вот предлагает пройти комиссию на новой технике летать. Вы как? Я говорю, я готов всегда летать на самых современных машинах. Выше всех, быстрее всех, не дальше всех. Ну, это не мое увлечение, это давнишнее увлечение летчиков. Я даже точно не могу сказать, какое выражение высказал. И вот прошел комиссию вместе с Гагариным, Титовым. Нет, Титова не был первой группы. Попович был, Леонов был, Быковский, я, Гагарин и еще 40 человек. Из 40 прошли только 7 человек. Понимаете? Из 40 летчиков, истребителей, которые по состоянию здоровья летали на самых современных истребителях реактивных. А в космонавты негодные, только 7. Нас по домам распустили, сказали, мы вас вызовем. И вот в сентябре 59-го года я прошел комиссию, распустили нас, и в марте 60-го года только вызвали. Я из-за этого я переживал, думал, забыли на них. Не вызывает. Потом 4 воздушных боя я привел в воздухе, летал на истребителе. Командир эскадрильи после мне вручает телеграмму. Тебе надо в Москве быть. Я с утра как получил. Я что с утра не сказал? Не сказал, потому что чтобы ты отлетал свои 4 полета, что запланировал. Очень много поступил, как командир. Я летчиком 1-го класса был, днем и ночью дежурил. Я был тогда одинокий, сейчас одинокий. В смысле, так что за всех дежурил. Там в субботу-воскресенье семейные, она дежурила за меня. Пожалуйста. Вот видите, с чего началась моя жизнь. Был лейтенантом, сразу меня назначили, новую эскадрилью образовали полку, назначили начальником штаба эскадрильи. Сейчас подполковничество, да, лейтенантом тогда.
Космонавты пришел в отряд вместе с Гагариным, 20 человек нас было. После того, как у нас первый командир отряд Гагарин был, как он с повышением прошел, меня назначили с командиром отряда 63-го года. И вот по 68-й год я был командиром отряда космонавтов. Все космонавты, ну, моего возраста, я чуть моложе, прошли через мои руки, можно сказать. Вот. И даже сегодняшние космонавты, которые летают, и те тоже были еще молодыми, ну, летали в то время, а молодые готовились. Очень приятно вспоминать сейчас, поэтому думаю, лучше, наверное, вот эти вещи расскажу, чем что-то политическое. Сегодня, ну, политиков, я говорю, я не политик, я космонавт. Поэтому, наверное, эти вопросы нигде не писались, и поэтому я и остановился. Это первая часть моего выступления. Вторая часть заключается в том, что еще раз повторяюсь, мне повезло дважды побывать в космосе. Первый раз после Гагарин-Титова мне предложили командиром Востока-3. Вот интересный момент. Королев, главный конструктор, который руководил космонавтикой в то время, был, он имел свое мнение и говорил на комиссии, полет планет на 3 суток. Врачи наши говорят, надо планировать сутки. Потом они, врачи, немножко поколебались, потом сказали, да, Титов летал сутки, значит, Николай 2 суток планировать. С возможностью продлить на 3 сутки. А Королев говорил, нет, давайте запланируем на 3 суток полет, с возможностью посадки 1, 2, 3 сутки. Ведь одно и то же, казалось бы. Ну, Королев умнее вопрос ставил, и так сказал. И целый год они спорили. У нас у космонавтов мнение было такое. Во главе с Гагарином 2 суток планировать. Не одни сутки, не 3 суток. А я молчал. Меня не спрашивали. А потом осталось время неделю. Вот через неделю на космодром вылетаем и в полет в космос. И тут опять Королев такое же совещание провел. Говорит, 3 суток будет планировать, а врач говорит, нет, 2 суток с возможностью продления. Королев говорит, 3 суток с возможностью посадки 1, 2, 3 суток, если плохо человек почувствует. Все правильно. И врачи правильно, и Королев. Спорят, они потом спрашивают, ты командир, как ты, за что? Я говорю, за 3 суток, конечно. После этого все свободны, сразу стоит. Он, наверное, врачами не стал говорить. Вот. Завтра старт. Вечером после ужина наши дома рядом были. Там дом Гагарина, дом Королева есть на космодроме. Вот так назвали исторически. И одного второго сегодня жизни нет. Ну, дома остались. Вот я поужинал там, врачи за мной еще следили, как я кушаю, там, как спал, датчики на меня наложили, столько что. Я, как всегда, и заснул, и встал утром по времени. Нормально. Но вечером зашел Королев, зашел в дом. Говорит, наверное, выйдем на улицу. У меня есть один разговор. Вышли на улицу, один на один. Говорит, вот если 3 суток, да, не беспокойся, завтра будет нормальный полет, подготовка ракет-носителя корабля идет хорошо, спите нормально. Ну, один вопрос есть. Я говорю, я вас слушаю. Если 3 суток хорошо, вы на 4 пойдете? Пойду. И все договориться. Я говорит, на связь выйду в 3 сутки, вы скажете. Он вышел на 3 сутки полета на связь, говорит, я 20
сокол, его позывной 20-й, Королев. Я говорю, 20-й, я сокол, когда вас слышу, отлично. Замочился, я сразу уже без всякого доложил. Замочился отлично, разрешите, я очень вот так продул, как мне тогда, разрешите продлить полет на 4-й сутки. Я уже разрешение с земли прошу. Ну, говорит, разрешали сюда, и разговор закончили, я 4 сутки пролетал. Везде писали, вначале говорили 3 сутки полет, а потом 4 сутки. Начали писать везде журналисты, газеты. Вот. После посадки докладываю. Выполнил полет и так далее. Он меня обнял, поцеловал, говорит, я должник твой. Я говорю, спасибо. Проходит год, 2, 3. Молчит он, я молчу. И в 62-м году это было, а в 65-м году приехал в Дом городок своей супругой Еленой Ивановной. И мы встретились, все космонавты, уже в городке хорошо. Пока шли по улице, пешком там показывали городок, там потом показали песенку нашу, в бассейне искупались, потом ужин был. И вот он меня под руку взял, когда пешком, Андрей, меня отвел чуть-чуть, чтобы никто не слышал. Андрей, а помнишь, я сказал, во что жить? Я говорю, помню. Ну, ты думаешь, что же он сказал? Вот он что сказал. Сейчас, вот как вы знаете, готовим полет вокруг Луны. Зонд у нас летал, обратно в сторону Луны снимал, этот был пилотируемый полет. То есть мог там человек находиться. Но вначале автоматический режим пустили. Я вас хочу первым послать вокруг Луны. Надо, говорит, хороший инженер подобрать. Я говорю, большое спасибо за доверие, за то, что вот вы предлагаете. Я говорю, инженер подберем, я говорю, с вашей помощью, кого вы предложите, подготовимся и будем этот полет выполнять. О, а через 2 недели, 2,5 недели он умер. Его зарезали после операции, и он не выжил. Вместо часовой операции сделали ему 6 часов операции сделали. Вначале хотели паритку без вскрытия живота передней части удалить через задний проход. Удалили паритку, не могли остановить кровь. Идет кровь? Не могли остановить кровь, и поэтому решили вскрыть здесь живот. Распороли все, вскрыли, кровь течение остановили, но в этой области, области таза, уже метастазы пошли, раковые опухоли. Это все пока убрали, зашили, кишку вывели ниже пупка, он уже не мог, скажем, к воде сходить. И не выдержал он, не пришел себе в сознание после этой операции. Вот. А Нина Ивановна, супруга, потом говорила нам, космонавтам, о том, что если бы он выжил, он бы не стал жить таким положением. Понимаете? Вот так, как он погиб Гагарин, 2 ведущих человека в космонавтике, и пост пошел вниз. Программу лунную зарезали, потом другую программу зарезали, и мы впереди всегда были, и потом начали отставать от американцев. Мы должны были раньше американцев облететь Луну. Садиться не могли мы раньше сами. Облететь могли. Должны были облететь. Если Гагарин жив был бы, конечно, и Гагарин в то время еще жив, вот, мы бы Луну не упустили. А что делать? Жизнь всякое бывает. Поэтому я очень рад сегодня встретиться с вами, своими воспоминаниями поделиться просто. Вы идеологи района, области и
республики. И вы вот эти вещи очень простые, доходчивые, должны довести до наших людей, чтобы они духом не падали. Надо жизнь строить новую, хорошую, чтобы все были достойны. Мы и ваши подопечные там товарищи тоже понимали этот вопрос. И наше сотрудничество чувашского народа и башкирского, двух республик, я бы сказал, двух государств сегодня великих. Ваша республика очень великая, ваша республика очень богатая, много нефти вы добываете, это очень нужно для нашего государства. И дружба народов республики пойдет только на пользу. Я бы в заключение хотел вам всем пожелать доброго здоровья, счастья. И передайте, пожалуйста, при встрече с тружениками района большой привет, пожелания чувашской делегации. Спасибо. Профессор, заведующий кафедрой Чувашского государственного университета иностранных языков. Так, Сергей Мышов, по порядку я говорю. Сергей Мышов, у нас телевидение, оператор. Где у нас? Мария Мариева. Телевидение. Тихонов Борис Леонидович, Ирина Плегирна, Волкунда Леонтьевич. Волкунда Пушкин Василий Николаевич, Министерство образования. Мясников Сергей, Министерство культуры Чувашской республики. Семенов Михаил, Юрич, тогда Чуваш радио, по редакторе. Цыпленков Олег Михайлович. И студент Вадимов, оператор тоже сказал. Я президент Чувашского национального конгресса, председатель комитета Государственного совета Чувашской республики по печатью, образованию и культуре. Архипов Геннадий Николаевич. И позвольте сегодня открыть наше заседание Президиума Чувашского национального конгресса. И начинать его обычно всегда начинаем гимном чувашского народа, который объединяет всех чувашей, проживающих в мире. Amen.
Вы знаете, 24-25 октября, 26 октября в Боксарах прошел третий форум Чувашского национального конгресса. Туда приехали около 640 делегатов, только тех чувашей, которые проживают за пределами нашей республики. 2-миллионный народ. Из 2 миллионов только 800 тысяч, более 800 тысяч, проживает именно в республике у нас, а 1 200 000 проживает за пределами республики. Поэтому с этой целью объединить наши усилия по возрождению нашего языка, нашей культуры было создано 5 лет назад Чувашский национальный конгресс, гимном которого является песня «Алрангайме Акильхи», которую мы сегодня кратко, конечно, всего используем. К сожалению, проблем у нас много, особенно у чувашской диаспоры. Я сегодня думаю, что представители общественно-культурного центра Башкортостана, Чувашского общественно-культурного центра нам скажут, в общем-то, о своих проблемах. Мы бы хотели в первую очередь сегодня их заслушать. По проведению 150-летия, значит, в планах мероприятий по проведению 150-летия со дня рождения нашего просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который мы отмечаем в апреле этого года. Нам бы хотелось, чтобы вот этот праздник отмечали и проводили определенные мероприятия во всех чувашских селениях, чувашских школах, во всей диаспоре, которые проживают за пределами республики. У нас в самой республике создан комитет правительством, и я думаю, мы будем широко отмечать это сегодня знаменательную дату. Хотелось бы сегодня услышать и о том, о проблемах образования и культуры именно Чувашии, проживающих в республике Башкортостан. Мы вчера встречались с премьер-министром и разговаривали с Министерством внешней связи о наших, то есть о тех проблемах, которые здесь есть, о тех проблемах, которые ставятся, и о тех проблемах, которые нужно сегодня же, в общем-то, стараться решать. Я думаю, этот разговор пустым не останется. Если сегодня мы примем кое-какие ваши предложения, я думаю, общественный культурный центр может опять официально выходить на правительство Республики Башкортостан. И что может делать наше правительство и Чувашский национальный конгресс, как-то помочь во всех вопросах, которые вас волнуют. Я думаю, вы сегодня, Чувашский общественный культурный центр, и вы сегодня должны как-то определиться, созвать съезд Чувашского
Такие национальные культурные автономии у нас уже созданы в Москве, в Саратове, Ульяновске и в других некоторых регионах, где проживает компактно чуваши. К сожалению, много о чем можно говорить. Есть и проблемы у нас в самих республике, есть проблемы со своей историей чувашского народа, которые, к сожалению, мы до сих пор мало знаем. К сожалению, до сих пор никто определенно этим не занимался, хотя наша история настолько богата, история чувашского народа, настолько древний народ, о чем мы только начали говорить, и наши исследователи сделали в этом отношении достаточно большой, несколько шагов вперед. Мы сегодня поставили и у себя в Чувашской Республике перед Академией наук Чувашской Республики о том, что они все-таки, собрав ученых, исследователей, сказали нам, что будет через 50 лет с чувашским языком, с чувашским народом, или через 100 лет хотя бы. То есть мы должны работать исходя из этого, и сделать все, чтобы наш народ сохранился, и она прежде всего связана с сохранением нашего языка и культуры. Я думаю, то, что мы сюда приезжаем, это не просто так. В дальнейшем, мы скоро планируем выезд в Самарскую область, точно такое же мероприятие проводим, выездное заседание в Самаре. Я думаю, мы определенные задачи уже поставили, Чувашский национальный конгресс в этом отношении поставил. И сегодня, вот один из тех мероприятий, которые сегодня организован с помощью и правительства, и Министерства внешних связей, и вот у нас есть и представитель, полномочный представитель Чувашской Республики, в Республике Башкортостан, которого мы, Чувашский национальный конгресс, тоже рекомендовал на эту работу. Орлов Георгий Захарович, вы его хорошо знаете. Наша связь укрепляется и не только через культуру, но и через экономические связи. Я думаю, один основной цель нашего приезда министра экономики Чувашской Республики сюда в этом и является. Когда связи есть, тогда можно решать параллельно и другие вопросы. Вы знаете, ваш район заключил договор с Бурнарским районом Чувашской Республики. Мы пригласили, по инициативе Чувашского национального конгресса, мы пригласили делегацию Биргулевского района, чтобы они были у нас и посмотрели. Я лично вместе с ними ездил, и ознакомились, и они нашли общие экономические интересы. И сегодня они заключены договора между Яльчикским и Биргулевским районом. Я думаю, будет еще дальше вот этой связи необходимо нам наладить. И прежде всего, я не буду сейчас останавливаться о тех проблемах, я думаю, сами скажут. Здесь хотелось бы, чтобы все-таки вот наша встреча сегодня, она не прошла, так сказать, была от него польза. Хотелось бы от имени президиума все-таки попросить и вот представителей правительства Республики Башкортостан, все-таки Республики и Республики Башкортостан. К сожалению, в последнее время вот эта активность у нас упала, и мы должны все пункты этого договора выполнять. Естественно, мы официально хотели бы пригласить вашего министра образования, министра культуры, в общем-то, нашу республику, чтобы наши министры как передали, тоже, скажем, если они пригласят, значит, наших министров мы готовы и приехать сюда и определенно решать многие те вопросы, которые здесь вас волнуют. При Чувашском национальном конгрессе есть много комитетов, и мы в дальнейшем ставим перед собой целью вас обеспечить, значит, после определенных, скажем, договоров, заключения определенных договоров, и книгами, и видеокассетами, и песнями эстрадными, и песнями, значит, компакт-кассетами. Я думаю, это в дальнейшем мы должны обязательно решить.
118 тысяч чувашей проживает в Республике Башкортостан. Мы вчера об этом говорили, что нет, к сожалению, чувашского театра на территории Республики Башкортостан. Я думаю, это вопрос будущего, по которому мы работаем. Я думаю, значит, если правительство Республики Башкортостан пойдет в одном из районов Республики Башкортостан, где чуваши компактно проживают, есть возможность открыть театр. Мы готовы сами на себе взять подготовку кадров, прислать режиссеров, чтобы набрали те, которые бы хотели поучиться. В программе нашего визита также является наш премьер-министр Виктор Шураков. Предложил, чтобы, в общем-то, мы проект, ваши представители приехали к нам, он посмотрел проект договора между Североатлантическим педагогическим институтом и Чувашским государственным университетом. Он там поправки сделал, я думаю, может, на нашем визите мы вас пригласим все-таки, чтобы официально были, чтобы Чувашский государственный университет помог вам готовить кадры именно по изучению чувашского языка, развитию чувашской культуры. И последнее. Я думаю, меня сейчас добавят наши вице-президенты. Есть вот первый номер газеты, кстати, вот у нас главный редактор республиканской газеты «Хабар» есть. Я думаю, вам раздали «Чуваш Тяньши». Эта газета должна, я думаю, в дальнейшем объединить и доносить всю информацию о деятельности Чувашского национального конгресса, о том, как люди живут в разных регионах, чтобы вы друг о друге знали. Еще последнее. 19-21 марта мы в Чебоксарах хотим проводить такое совещание или встречу деловых людей, которые занимаются руководителями предприятий, организаций, председателей колхозов, чтобы все чуваши, которые занимаются бизнесом и деловыми связями, значит, приехали туда и познакомились с нашими деловыми людьми, те, которые там работают. И в течение 3 дней, если они общаться будут, наши экономические цели этого мероприятия такая, что наши экономические связи будут дальше углубляться. И поэтому моя просьба вот через общественно-культурные секторы или через другие каналы связи нам, чтобы вы дали, кто желал бы участвовать на этом мероприятии. Мы собираем туда со всей России, из Воркуты, с Красноярска, с Оренбурга, всех деловых людей, для того, чтобы чуваши могли связаться между собой и работать ради взаимной выгоды и чтобы наши связи дальше развивались. Спасибо. Уважаемые товарищи, после выпуска этого года наши выпускники будут, наверное, желающие поступить в Чувашский государственный университет. Очень большой, очень такой тоже доступный, можно сказать, у нас договор есть. Я думаю, наши студенты там будут. Учреждение ищем шут, нашам бере будучи студентов нечем бюштугала. Онда будучи сагчугала, шубашак на аваргас районде, куда мана полагательнарачи, Савелевсас, и вот burada bilegi Павел Паек, журналист, куда бушне ты севашем. Чамбада хальвишим шутугалачи виши geçişhalerde tebrik bir video komoğu yapıyordu arkadaşlar. Mamba video çavaşlarlar здесь. Килич, калаш, çavaşlarla kaptazа çavaşlar. Здесь приедет Аваргас, Пелебей, Ути, Районы, Чувашсем, Кузем Чувашсас, Сизер, Чуваш Юрики, Бизер, Кузем Тунцукон Зачит Такшина, Кузем Юрлас, Чувашна. Если хотя-то шеи маленькие, выросла, посвятить будешь что? Мы думала, значит, таким образом, я буду говорить я много вступать не буду, а потом резюме будет на русском языке. Чего далеко сказать, что диаспора истории Бельгии.
Кыргызстанга, Тузастанга, Самартырыгынче, Тюменге бурызым. Чемберге бір неде бұрынашы олжынде. Ну, шабақта чибызык диаспорзем берен, Ушқырстан чеважызем, Тударстан чеважызем, мұндан Самар чеважызем, тұра Чембер чеважызем. Шамнақында өзегінде егер бұнда сирбешік дұрыдат бар, бұнда кезекат бар, келін хажат редакторы болмай, тип хажат болмайды. Паларыны перенде чи бызык комыл, чи бызык интерес бұрыста қалазасын, сирбер қалажасы, сирберге ширасы, сирбери қалаза қадардасы. Хыбар берегаласы болсасын, хыбар хажат. Тұғыр өнеге жылда Россия Федерациясы чи бады хажат. Ебрана чезе бәліне, тұғыр өнеге ұнашқал хажат семді шана жүмкірі. Перен терек халық зенде жүмкірі, бірі семдір мүшіне. Хыбар хажат тұмабышлады ұзанда. Крылачи чили берем редактор был Николай Васильевич Никольский, профессор Чевашсин, профессор Смахмеля Вазасын. И был Ханашанпа, Кайран Чеваш коммуны, ундан на коммунизм ялаве. Тохарун берем шурги, шурла уйгин бадар башинче, албосы бадар башинче. И был хозяин и устарный, маркировку таврда был субар, я парлагом старым. И был редактор Шичева Шулинде. Кышал была чечу, абу зуйгенде, шамбата кыштакынанде, мухтамада булдара бір хабар хажатпа, кышта каласа бумада булдара бар. Хыбар хажат бек, Россия Федерации бұл хажат шукра, тәрбе халық секті, вырысен зубче қалады көрдік. Хыбар хажат пайынке бұн сабыр тәрбе хажат бар. Хыбар хайдуғайд, хыбар шмат бұндуғайд, ұзыр күшке ебір жыл қалылар қалар мұштарыма шабыр сен хажаты, молодежный газеты вырыслан делу. Тираж поэзиясын, шабырсы хажат, республика қаларым зейнде, иккеміш бұрындадыға, чывашшылар туғаған хажасынде. Піреміш қаларым тиражын деуі хыбар, ұңғышын шабырсын хажат. Перекемір хажат үйірдік, бұл үнде бады зембарлы бол, инвалид зембарлы, коллегалазынде социалыла үйірдік сөршін зембарлы. Темір хажат чывашшырары келеді. Ебір бұл хажада чывашшырарымне иккеміш шумжулда шимірдар зәнде құштар бар, Смахмай қалазасын. Еп шанзат тұрадық, бұл хажат бір ғыдығын биліп, бейінке рашпа тұтма құшламала нешінде. Ултымыш хажат бері бұл хыбар на русском дайджест. Унашқал хажат еп чынақты қалады, бұл беке шуққа делбелі Россия Федерациясында. Алан маланды керін егеменде чывашра. Виде думаешь, бұрынашы қаларымды диаспора. Уна жубашқарда харитет, шубашқарда бір мерекшен дейін чывашра. Шимна бір икшер вишен бияхын чываш. Ачақтам зеде думаешь, чывашла пәлмеші. Бұйынге бұл ксириге бір задевейді, бұл чывашла времени, мұндалары ғатсенде, күшпәрізем, улама, күлбестерден, тен калашай башысен, ажыр сенбін, мұны бұрземен. Шамбада бұзембали балығынде чывашла информация, чывашла хыбарғына бедекілді. Ебір шамласын өзен хыбар на русском, ядмыз хажат қылармаушылары бар. Тебір хажат чываштенде. Бұл сирин алырапаян, ебір Валиса Бадымырда. Перечамбек дела бұрынде. Ебір хажат мәлегалас чываш и херанмен, вырыс херанмен, ол херабын. Ажаш ұрадызумен тоғыр ұйық ұсырат қой барынде пекпине. Шамла века. Қайдан шурады. Ебір шам дела бұрынде тұғыр. Чемалдан ебір хыбар ұжынде қыларат бір қамыр қыларын зәне бәжік. Қажасыне қайран бара шулал кірсесін, шердар мағышлат бір. Халық бұда сәжбетте, қайран қына шерін мағышлат. Бірін шам дела бақ, Чувашын дебізет Чувашын жіне. Чувашын делала по-русски, Чувашский мир. Мы начали издавать где-то буквально образом месяц назад полностью первый номер. И я полагаю, это резюме уже будет, мне кажется, где-то с августа месяца мы начинаем подписку на эту газету «Чувашский мир». И мне кажется, вы, наши родственники, родные из Башкортостана, потом современники из Татарстана, из Самарской области, из Ульяновской области, из Тюмени, Пензы и так далее. Я полагаю, вы должны выписывать эту газету, потому что это будет газета не региональная, это общенациональная газета будет. И будем выпускать газеты «Хыбар». Кстати говоря, с благословения нашего президента Николая Федорова. И поэтому я прошу от вас, руководства района, от культработников, учителей, от журналистов, местных газет. Я знаю, что тут выходит чувашская газета, тоже дубляж
Салам Лазаревич. В заключение я вам хотел передать горячий привет от наших сотрудников. У нас в редакции работают чуваши Башкортостана, Татарстана, Сибирской области, Самарской области. Спасибо за то, что приняли горячий. Чувашстанцда Манзах Кайрмар выросла на моих колосьма Брензе Маригали. Не была когда уже препятствия. Ирен бит май самохламалы курче. Абе шутаманчик узбек аудитории улассине. Сюда курчинче калажак пар шутаманче. Уже заседание Конгресса, они ушли. Шамбаны обе идут в Казару. Хупцер, Мензертес, может, не по порядку, себя молодежь. Пусть будет сумбурное выступление с одного вопроса на другое. Я хочу конкретно говорить сейчас по существу. Вот по последнему выступлению. Алексей Леонидович, проблема вот такая, и руководство республики. Если хиба стоит, допустим, 50 тысяч рублей, там в Чувашской республике у нас 3-4 раза дороже. Я могу привести пример, я сейчас не помню, сколько стоит у нас, на подписка годовая. Удмуртская газета за границей нашей стоит, допустим, 20 тысяч рублей, а по эту сторону границы около 100 тысяч рублей. Вот примерно такие соотношения по подписке у нас на газеты. Учитывая, что у нас имеются договора о дружбе и сотрудничестве, я просил бы наше правительство, и в особенности, конечно, чтобы рассмотреть этот вопрос, чтобы нас не обижали. Мы хотим читать и из советской Чувашии, в особенности вот новые газеты будут. Желательно бы, чтобы подписка была почти на таком уровне, чтобы за перевозку, это создать 3-4 раза дороже не брали. Вот это. По печати же я продолжу. Мы в течение нескольких лет ставим вопрос относительно издания журнала на чувашском языке. В прошлом году, в феврале, нам обещали 2-3 раза могли выпустить в 1997 году, но по разным причинам мы не сумели выпустить ни одного. И вот вы знаете, имеется программа по подготовке к празднованию, проведению праздника 150-летия Яковлева Ивана Яковлевича, и там записан один альманах Суба Зимби. Надеемся, все-таки подготовим этот номер и выпустим с помощью китаба. Надеюсь все-таки, что в будущем мы систематически будем выпускать или альманах, или нам надо все-таки журнал. Имел в виду, что 1/3 примерно материала будет на русском языке, ну, краеведский материал, потому что и русским это будет интересно читателям. Другие кое-какие материалы на русском языке, да. Остальное вот литература, художественное произведение на чувашском языке, естественно. Вот такие у нас планы по печати. Значит, вот с вами прежде всего мы общаемся именно в вопросах решения наших национальных культурных проблем чувашской диаспоры. Вот, значит, на пути вот решения этих проблем нам, общественникам, приходится, конечно, испытывать очень много трудностей, но благо здесь многие хозяйственные руководители нашего района, представители администрации района, значит, нам идут на помощь. Поэтому я хотел вот сегодня, значит, обратиться с этой высокой трибуны еще раз к вам, чтобы вот эти проблемы, поднимаемые нами общественниками, в частности, вот, профессором Кондратьевым, другими, они были с вами правильно поняты. И вот наши дальнейшие работы, именно без вашего содействия, мы ничего не решим. Значит, вот это русская народная пословица или
если сказать, что ни хлебом единым она не зря была продумана. Конечно, сейчас очень тяжелая социально-экономическая ситуация, но все же, значит, вот если мы сегодня вопросы культуры передадим забвению, потом уже поздно будет что-либо реанимировать. Вот, значит, в качестве информации я хочу сказать, что у нас очень крупное мероприятие в этом году, наверное, осенью, значит, подразумевается, это проведение съезда Чувашии и Башкортостана. И вот, предваряя этот съезд, значит, на местах сейчас у нас возникают национально-культурные общества, ну, своеобразные местные автономии. Но, к сожалению, вот аургазинцы, сегодня было сказано, где больше всего чувашских сел, очень много чувашей живут, в этом плане опять в каком-то летаргическом сне пребывают. Значит, мы 3 года назад пытались здесь, не то что пытались, фактически создали общество, такая же бурная конференция на высоком уровне прошла, потом документы, когда надо было подготавливать, это все, как говорится, в позе почило. Поэтому я призываю вас, значит, именно для решения ваших местных проблем в области культуры Чувашии еще раз вот подобную конференцию собрать. Это прежде всего инициативные люди, знакомые с этими проблемами. Вот я их здесь вижу, значит, можно и по именам, но до времени не будем говорить. Поэтому вот, значит, хотел бы от имени Совета общества чувашской культуры Республики Башкортостан вот этот, так скажем, учредительную конференцию районный национально-культурный чувашский центр нужен. Почему? Потому что фактически я хочу сказать, что под лежачий камень вода не течет. Мы вот последние 3 года очень активно, с приходом даже, наверное, к руководству района Вахитова сотрудничаем. Тут, как говорится, вы мне не дадите соврать, сами свидетели конференции краев бедов, всевозможные праздники, вот сегодняшней конференции, которые во многом благодаря поддержке районной администрации состоялась. Пытается решать проблемы. Здесь немного вопросов. Вот моя родственница пишет: дорогой Анатолий Геннадьевич, с приездом вас на родину. Я ваша дальняя родственница из поселка Белогор, Григория Лидия Васильевна. У меня был братишка Юра, я его помню, Лидия Васильевна. Хорошо помню, к сожалению, он скончался рано. Ну и так далее. Приветствует и радуется. Спасибо за записку. И записка: здравствуйте, товарищ Аксаков. Извините, скажите, пожалуйста, какого населенного пункта ваши предки?
60 лет. Генералу 55 лет. А я 62 года только ушел. Ну, кто бы мог вот служить на пенсию. А гражданские космонавты 50 лет уходят на пенсию. Далее. Инопланетяне. Спрашивают, видел ли я? Ну, и что это говорят? Жена Поповича Марина, правда, они сейчас разошедшие, но она влюбилась в этих инопланетян. И она ведет такую агитацию среди населения России, как будто они есть, она верит в это дело. Правда, она в космосе не была, но на самолетах много рекордов поставила Марина Попович. Сейчас она тоже на пенсии, но спрашивают меня, видел ли я не видел. И не верю в это дело. И много читал, вот такой типу документов читал, американских, наших, везде говорят, вот следы, там есть что-то, вот, были где-то эти инопланетяне. Пощупать, посмотреть, нигде ничего нет, только я не вижу. Хотя я там был высоко, скажем, в космосе, не видел, не знаю. О гибели Гагарина подробности спрашивают. Я с Гагарином в первый день, уже вначале говорил, комиссию месяц проходили, тогда не было ни, сейчас уже Гагарин, он в действительности историческая личность, он первым проложил дорогу в космос для всех. И Армстронг, очень правильно американский астронавт сказал Гагарин, который, ну, Армстронг, знаете, он первым высадился на Луну. А за ним вторым наступил на Луне Олдрин, его напарник. Олдрин, например, меня и Севастьяна по Америке сопровождал в течение 10-70-х годов. Я их обоих хорошо знаю. И Олдрин когда-то сказал, Гагарин нас всех позвал в космос. Вот его слова. Армстронг слова. Вот. И я очень тоже придерживаюсь этим словам, и он очень правильно выразил свои мысли. Он погиб, и его гибели точного ответа комиссии не дала. Я был сам член комиссии, полгода проработал эта комиссия, потом еще продлили, еще полгода проработал комиссия. И ничего комиссия не могла прийти к такому выводу. Почему? Потому что все системы самолета работали нормально по данным работы этой комиссии. Я свою мысль высказал на этой комиссии. Наверное, что-то случилось на высоте 4 километра. Почему? Потому что после доклада Гагарина о том, что он доложил на Землю свой позывной, назвал и доложил на Землю о том, что задание в зоне закончил, иду на привод 320, высота 4. Значит, на привод, приводная станция, если здесь аэродром, здесь приводная станция есть. И стрелка покажет, куда идти. Любую скорость, темную мощью. В облаках или за облаками. И вот 320, значит, он иду, сказал, 320 курс. Идет, значит, на привод. Высота 4, значит, 4 километра. Через минуту они оказались в земле. Как самолет может потерять высоту за 1 минуту, 4 километра? Вот вопрос. Ученые работали. Много ученых работали.
написал в конце такую фразу, примерно 99% правильно скажу, как написано. Да, в памяти у меня сохранилось все. Там написано в выводах в конце: экипаж во избежание столкновений с посторонним предметом выполнил резкий маневр. Самолет попал за критические углы атаки. Вот объясню. Самолет летает вот так, таким углом набирает высоту. Или таким углом, или таким углом. Ну, за критическую угол атаки там за 15 градусов считается. И вот самолет попал вот в такое состояние, там, как я сказал, попал за предел угла атаки, сварился штопор. Не хватило времени для вывода из штопора. И все кончилось. На этом комиссия закончила свою работу годовую. И я тоже, и моя подпись там внизу есть. Все подписали. Там не только я был из космонавтов в комиссии. И Леонов был, Попович был, Титов был. Все подписали. А в этот день, когда пойдет какая, мы утром в одном доме жили, я на 4-м, на 6-м. Два лифта у нас. Спускаемся в одно время, 2 лифта. Я выхожу со второго лифта Гагарина выходит. Пошли назад, по дороге, пошли рядом, 5 минут идти до столовой лёгкой. Прошли полминуты, наверное, по счету показал Андрея, я забыл пропуск на аэродром Чкаловской. Я обратно пошел, я говорю: зачем идешь обратно? В одном автобусе едет на аэродром. Вас все говорят: нет, я пойду за пропуск. Пошел, взял пропуск, потом вместе мы позавтракали, поехали на автобусный аэродром. Вместе с ним мы сидели рядом на предполетной подготовке. Он даже похвалился, мне показал на коллеге планшет и написал там красным фломастером. Вот, посмотрели, вчера подарили красный фломастер. И он написал на планшете красным фломастером. На коллеге планшет, где летчики, чтобы вы понимали, пишут самые важные данные при аварийной посадке, например, данные других аэродромов, ваши запасные аэродромы, там прилагаются станции, какая частота, чтобы на скорость идти. Если здесь туман или там нельзя садиться, полетит на другой аэродром. Вот эти такие данные. Посмотрел я очень красиво, хорошо. Потом пошли в медицинский осмотр. Я пришли вдвоем. Он пошутил, спрашивает врача: как еще сердце бьется? Врач говорит: ну отлично, как всегда, пульс 72, давление 110 на 75. Спасибо. Знаете, я осторожно меня проверяет тоже. Очень такие же данные. Рядом шкафы переодевались мы. Снимали военную форму, одевали добрую. Одели, закрыли шкафы, 2 шага сделали, он обратно возвращается. Я паспорт забыл. Я говорю: зачем? Я говорю: паспорт я никогда не беру и сейчас не возьму. А я бы всегда брал с собой и сейчас возьму. И он паспорт взял с собой. Потом зашли в парашютный комнату, взяли парашюты на плечах, на свои сами, на свои самолеты. Такой порядок был. Принесли, самолеты рядом стояли, наши его, Спарта моя. Он полетел с командиром полка на проверку в зону, я должен был лететь за ним. Как свое задание он закончил. Я уже сел, не знал еще, что такое. 20 минут прошло, сел в кабину с инструктором, я впереди в кабине, инструктор сзади, запрашиваю разрешение на запуск.
не вылетать там через 5 минут. Мне вначале сказали очень тихим голосом: пока подождите, потом я на приеме был. Все время земля запрашивала Гагарина. Где вы находитесь? А Гагарин молчит. Ну, как же так? Прошло 2 минуты, 3, 5 минут прошло. Он уже должен садиться. Нет его. Потом инструктор говорит, еще 5 минут прошло, 10. Он говорит, уже горючего нету. По времени закончилось. Или они сели на вынужденную посадку где-нибудь или на другой аэродром. Вот. И мы вышли, пошли на как-то командный пункт. После этого самолеты вылетели, поисковая группа. Самолеты, 3 самолета не обнаружили, не нашли, а вертолетчик нашел место падения самолета. И к вечеру вернулись и принесли кусок куртки, и это наколенный планшет, красно написано. Меня спрашивают в команде, когда у нас был всеми космонавтом руководил генерал-полковник. Это какая куртка? А я говорю, это его легкая куртка. Планшета, я вообще его писал красный фломастер. Это планшет. Определили то, что это они погибли. И Гагарин, и Серега. И их самолет упал. На второй день нашли паспорт уже. Утром, с утра целый день. Там больше 100 солдат все ходили рядом, так искали, все находили. Вот это первая часть Евгения Гагарина. Действительно погиб. Но причину не установили. Я был членом комиссии правительства по похоронам. А Гагарина специально говорит тоже, чтобы вы сами знали. Ну, это нигде не писано. И вот я был космонавтом старший в то время, командир отряда. Был самый старший Гагарин, заместитель начальника центра был. Убился. И меня, как старшего космонавта, назначили членом правительства комиссии. Кириленко, секретарь ЦК, был в свое время близкий друг Брежнева, он был председателем. И вот Кириленко говорит, езжай, вези останки Гагарина и Серегина в госпитале. Я поехал с товарищами, Лаврова взял на машине, на грузовой. Приезжаю в Бургенский госпиталь, вот мои документы, я по поручению Кириленко приехал забирать останки Гагарина и Серегина. Они говорят, зачем нам документы, мы вас и так знаем. Я говорю, где они? В морге. Пошли, посмотрели, 2 стола мраморные, на высота примерно 80-90 метров стола, ширина примерно 80, длина метра 2 наверное. Вот. И на столе, на одном, на втором, лежит сверток. Вот сантиметров 20 шириной, длиной сантиметров 50, 60, наверное, и высотой сантиметров 10 или 13. Вот здесь Гагарин, а здесь Серегин. Я говорю, разверните. Врачи говорят, старший из них говорит, Андрей Андреевич, мы врачи тоже неудобно смотреть, одна пустые, мясо там, что нашли. По 7 килограмм нашли. Одного, второго. Я говорю, разверните. Развернули, а сверху положили кусочек, сохранилось кожи гагаринской, правой стороны вот, лица, головы, вот это волосы, ухо и вот эта часть. Такое светло-коричневое, все обгоревшее. Одна кожа. А внизу куски мяса. Я говорю, понятно.
возвращались в гроб, а рядом с гробом, третий гроб, фотографии большой, Серегина и такая. Вечером перелет говорит, давай теперь свози кремировать их. Я повез товарищами кремировать. Там сожгли, там уже сжигать-то нечего было. Забрали, что осталось. Ну, кирпич, конечно, не горел, а вот остальное, что сгорело. Собрали полурны только, даже меньше полурны. Вот это. То, что ставят нишу, привез на стены. Я этому говорю, давай выскоби еще лучше. Выскоби еще щепотку. Нашли, положили. Больше нет. Я говорю, маловато. А эти сотрудники, которые там работают, они все пьяные, полупьяные. Один говорит, давай, вот, сел за угол. Я говорю, вам вот столько дам. Ни капли не надо. Я говорю, что ж вы, Гагарина, с кем-то хотите путать, что ли? И вот эту урну я никому больше не доверял. До того, как привез, вот так держал, как вот, в руке, как ребенок прижал к сердцу, и никому не доверял. Больше урну приехал сюда стал солдатом. Часовым поставили на постаменте вот урна, правда Гагарина, второй постамент урна Серегина. Вот. Пришел прощаться Брежнев в Политбюро. Я старший там был, он меня спрашивает, зашли в комнату, там просто плачет, слезы настоящие. Как это допустили, говорит, не надо было летать. И плачет. Вот он человек очень такой добрый, сердечный. Я много раз встречался, знаю хорошо, знал это его. И вот хоронили. Сам Брежнев урну поставил, привез на стену. Я там рядом был, и как вот потом, после того, как хоронили, митинг был. Я на митинг тоже выступал. Вот так, Гагарина. Очень жаль. Очень он был добрый человек, хороший моим другом. И всегда что-то, если нужно, как-то он меня приглашал. И я до сих пор благодарен. Я и сейчас чувствую, если бы не он, может, меня и командиром отряда не назначили бы. Это он, что меня выдвинул. Потом, когда он погиб, меня назначили на его должность опять-таки в центре. Заместитель начальника подготовки по летной космической подготовке космонавтов. Он работал, потом я работал. И с этой должности я на пенсию ушел. Вот 62 года. Я, правда, затянул, но о Гагарине можно говорить очень много, подробно. Сейчас семья Валентина Ивановна живет, она замуж так и не вышла после гибели Гагарина, живет в городке, две дочери в Москве, замуж. Вот, у нее Валентина племянник. Внук. Да. У меня много племянников, внук растет, Юра тоже зовут. Вот так какая. Теперь последний. Не последний, Алена. Вот несколько записей. Медицина, моя дочь Алена. Как живет, медицина замучила, там много исследований. Нет, это все брехня. Неправда пишут. Она нормально закончила институт медицины. Сейчас, притом, она работала и будет работать дальше врачом
редакции, категорически меня мало приглашали, я отказывался. Я пошел в государственную организацию, там работаю. И мне нравится эта работа, занимаюсь документацией в Государственной Думе, в мандатной комиссии. Приятно общаться со своими знакомыми, близкими друзьями, с которыми я вместе работал как депутат Верховного Совета до расстрела Белого дома. А потом сейчас не депутат, а просто работает. Состояние хорошее, в России говорят, можно еще раз послушать. Спасибо за внимание. Товарищи, вот Федорова Нина Алексеевна, воспитательница детского дома, обращается своими стихами, обращается к космонавту. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Она пишет, дать минуту, там, пожалуйста. Президент Республики культуры министерства будет почти а теперь Чувашканский конгресс Ячерепова, сильный президент материи, Юбаши Шамбара, режиссер Дебекова,